Изенер, здравствуйте. Его называют Алыпом хакасской поэзии. Алып – великан, богатырь, исполин, поэт Ренессанса национальной литературы. Для Хакасии его имя то же, что имя Александра Сергеевича Пушкина для России – Моисей Романович Баинов. В январе этого года ему исполнилось бы 75. Он ушел от нас 11 лет назад, но живы его стихи. Открыв на мгновение эти книги, мы вновь зададим себе вопросы, на которые нет ответов. В мучительном поиске неуловимой гармонии, неизменный труд души и обжигающая правда жизни. Итак, Изенер, здравствуйте. Степная грусть, вдовою безутешной в невидимой заоблачной дали, печалью древней над землею грешной, невидимые плачут журавли. Это строчки из стихов Моисея Баинова. В основном он писал на родном хакасском языке. Нередко потом сам переводил свои стихи на русский, и мы тоже можем взглянуть на мир его глазами. Знаете, есть отпечаток одиночества и грусти, как у многих сильных, талантливых, даже гениальных поэтов. И вот, наверное, мы не ошибемся, если назовем Баинова гениальным поэтом, хакасским гениальным поэтом. Это философ. Самый настоящий философ. И его вот, язык там столько есть, и архаика есть. И современный язык, литературный язык. И вот иногда некоторые слова не понимаешь на хакасском языке и смотришь в словаре или спрашиваешь, даже в словаре порой нет, потому что он берет вот эту языковую основу бабушки, дедушек, прадедов и внедряет ее в современную поэзию, в современный литературный язык. Говорит о том, что вы забыли свой язык, а надо его помнить. İrem şobam şağır bincan, andemini minde halar, inek boldum homzun mincan, amda toğazlar, polar. Он владел настолько художественным словом высоким, что многие, ну не то что многие, некоторые очень хорошие хакасские писатели, поэты на хакасском языке пишут вот изумительно, а на русском этого им не дано. А Моисею Романовичу было равно дано, что на русском, что на хакасском. Он владел настолько художественным слогом и словом, владел абсолютно. Взглянуть на мир его глазами, в данном случае это почти литературная гипербола. Моисей Романович очень плохо видел, носил очки с большими диоптриями. Резкое снижение зрения у него произошло вследствие перенесенной в детстве трахомы, тяжелого заболевания глаз. Но пронзительно зрячим было его чуткое сердце поэта. Моисей Баинов родился в 1937 году в Улусе Аршанова Алтайского района Хакасии. 17 января исполнилось 75 лет со дня его рождения. Семья Баиновых была большой и дружной, и очень творческой. В их доме всегда звучала музыка – читхан и хомыс. Тахпахи в этой крестьянской семье умели петь все. А еще любили танцевать. По наследству таланты передались и Моисею Романовичу. Кто знал его, отмечают. Голос у Баинова был великолепный. Если бы не стал поэтом, мог бы блистать на оперной сцене. Моисей Романович Баинов приходится моим братом. То есть, если посмотреть по генеалогии, моя мама и его отец – это родные братья, брат и сестра. Как раз отец Роман Петрович остался на войне, он участвовал
Халкингол, или как называется это, когда с японцами воевали. Затем он пришел и ушел сразу на Великую Отечественную. И, наверное, Моисей Романович так и не видел и не слышал своего родного отца, потому что он был очень маленький. Рано ушла из жизни и мама Моисея Баинова. Она умерла после тяжелой болезни, так и не сумев пережить потерю мужа. Будущего поэта воспитала бабушка по материнской линии. Материнская линия – это сказочники, тахпахчи, которые рассказывали много. Вот Вера Яковлевна, бабушка наша общая, которая рассказывала все вот эти сказки, богатырские, эпические сказания, что впитал в себя. Наверное, вот моя убогость в этом, наверное, есть, что мне не пришлось послушать Веру Яковлевну, свою бабушку, ее рассказы, ее сказки. А вот Моисей Романович это все слышал, и, насколько мне известно, он много очень знал эпических сказаний. Одно из таких сказаний – богатырский эпос «Хан Тонис на темно-сивом коне», литературно обработанный Баиновым, станет главным трудом его жизни – 7000 стихотворных строк. Это произведение по объему соизмеримо с «Илиадой» Гомера. По структуре для хакасской литературы «Хан Тонис» абсолютно новаторская вещь. Над ее поэтическим переводом 10 лет трудилась поэтесса Наталья Ахпашева. Все началось в 90-х годах прошлого века, когда Союз писателей республики готовил совместный хакасско-тувинский сборник. Моисей Романович захотел, чтобы там были какие-то фрагменты из «Хан Тониса». Он ко мне принес свой подстрочник, сам писал, попросил ознакомиться и говорит: Марковна, переведи. Вот. А поскольку вот эта идея совместного хакасско-тувинского журнала, номера журнала, это была с нашей стороны моя идея, да, то и тем более, что вот поэма «Хан Тониса», да, «Алыптых Нымах», как это я Баинова переведу, да, тем более еще «Алыптых Нымах», то есть и моральная какая-то ответственность. Вот. Ну и с моей стороны это было в определенной степени даже нахальство взяться за такую работу. Работать Ахпашевой приходилось даже по ночам, обложившись словарями и монографиями. Ведь сама она всегда пишет на русском языке. Тем труднее было решиться на переводы с хакасского. «Язык моего народа для меня, что английский», — говорит Наталья Марковна. А здесь творчество одной из ключевых фигур в национальной поэзии. Я принесла в Союз писателей свою старую машинку, печатную машинку. И у нас, когда свободное время было, Моисей Романович приходил, вот, мы садились, он открывал свою книжку. Книжка у меня там с его автографом. Вот, ну, мы ее пока работали, конечно, всю истрепали. Вот, и он сразу мне начитывал, сразу переводил, сразу комментировал, обращал внимание на лексику, на терминологию и вот на определенные слова такие, которые уже, можно сказать, старинные слова, вот, на образы. Ну, в общем, это была очень интересная работа. Я тут же печатала, причем печатала, ну, буквально на слух, да, как попало. То есть мы не останавливались. Он говорил, я печатала, никаких запятых, никакого согласования. Вот. Но самое главное результатом этой работы было вот это понимание, да, вот то, что у меня оставалось в голове. В итоге в 2007-м, уже после смерти поэта, книга выходит в свет в Новосибирске. Теперь к хакасскому эпосу может приобщиться и русскоязычный читатель. По оценке литературоведов, перевод древнего сказания – труд мирового значения. До сих пор живу в теплых лучах баиновской поэзии, говорит Наталья Ахпашева. А весь «Хан Тонис» – это как бы моральный кодекс народного вождя, человека у власти. Хан Тонис уезжает совершать свой подвиг, и отец дает ему наказ. Горе чужого не может быть, сын дорогой, скорби чужого народа и боли чужой
Ясное солнце должно воссиять над землей. Ир благородный обязан сразиться с бедой. Помни об этом, Хантонис единственный мой. Скорбью чужой на далекой чужбине скорбя, не забывай об отцовской земле дорогой. Если когда-нибудь силы оставят тебя, вспомни земли материнской широкий простор, тучные степи, отроги синеющих гор, станут могучие силы твои пребывать. То, чему быть суждено, того не миновать. Известность к Моисею Баинову пришла, когда он еще учился в литературном институте имени Горького в Москве. Его первый сборник на родном языке вышел в свет в 1959 году и назывался просто «Стих-тар», то есть стихи, всего 44 страницы. Но сразу стало понятно, в национальную литературу пришел настоящий поэт. Впрочем, стоит отметить, многие его не понимают до сих пор. Образный мир Баинова, его ритмика открываются не сразу. И сегодня мы только на подходе к пониманию творчества поэта, говорят филологи, и сравнивают с музыкой баиновские стихи. Вы помните же, да, когда у нас у всех на кухне или в зале работало радио, и каждый раз рано утром у нас включался, естественно, «Говорит Абакан», и всегда либо хайджи, либо поэтические формы каких-то поэтов. И очень часто Моисей Романович читал свои стихи, все замирали. Затем я его прочитывал, чтобы было желание, скажем, написать какое-то музыкальное произведение, песню на его стихи. И тут я скажу, что нужно было понять его. Потому что у него форма не такая, скажем, как у всех, а именно эпическая форма стихосложения. И она сама поет, она сама льется, и где не требуется уже музыкального сопровождения. Из нежных слов был соткан весь я, но ей этих слов я не сказал. Дарил ей целые созвездия, себе ни искорки не взял. То вдруг она стрелой взмывала, и падал я из синевы на травы. Капли крови алой свели на зелени травы. Поэт Сергей Майнагашев, известный под псевдонимом Сибдей Том, проделал огромную работу по анализу стихов Моисея Баинова. Он лично общался с автором и пришел к выводу: Баинов, первый из хакасов, начал писать стихи ямбами, упорядочив ударение. В русской литературе это впервые сделал Михаил Ломоносов, увековечив свое новаторство в трактате. В хакасской поэзии, конечно, Моисей Романович Баинов, он не написал трактату о том, что как писать стихи, но он показал, как это реально делается. И у него первые аимбические стихи появились только в 5-м сборнике. Так и называется стихи вот, на хакасском языке ямб-тар, то есть ямбы. И это программное произведение. Он отвечает, что а я вот читаю Пушкина, все хорошо, все в ритм, все вот то. А вот читаю на хакасском языке, вот не тахпах, вот там немного по-другому. И вот у меня, говоришь, я все время, говорю, тут спотыкаюсь и спотыкаюсь. Стихи – это определенная ритмика. Новаторство Баинова в том, что он сумел в хакасских словах изменить внутреннее поведение ритма за счет ударений. По мнению Майнагашева, Баинов для Хакасии, что Пушкин для России. Оба в свое время изменили литературу, а объективное развитие языка всегда сочетается с субъективным фактором – приходом гения. Я его ставлю на уровень тех величайших поэтов, которые таким же образом разрабатывали и создавали произведения. Это, как правило, поэты Ренессанса, это период Возрождения. Ну, допустим, да, это Пушкин. В английской поэзии это Шекспир. В итальянской поэзии это предтеча, это Данте. Там Петрарка потом идет за ним, да. Потом в Средней Азии, предположим, это Алишер Наваи, это староузбекский поэт. Но это период Ренессанса, когда язык начинает развиваться, бурно причем развивается. И, конечно, поэты что делают? Они максимально отрабатывают ресурсы языка. А еще Сибдей Том пишет музыку на стихи Баинова. Впрочем, музыка уже есть в этих строчках. Надо лишь услышать ее и отпустить из плена слов. Мен
менің парчоным кәріргәсілік шоратазым. Разожженный огонь, если ты его затушил, то как бы ты ни подкладывал к нему маленькие вот эти вот, щебетки, или как можно назвать, да, то огонь не возгорится, ибо он уже потушен. И если у тебя в жизни нити жизни где-то порвались, то как бы ты их ни пытался скрепить, они уже порваны, то есть они уже разъединены. Моисей Баинов работал корректором и редактором в Хакасском книжном издательстве, редактором студии областного телевидения, переводчиком и корреспондентом в газете «Ленин Чолы», затем переименованный в Хакасчири. Баинов – член Союза писателей России, автор 9 сборников на хакасском и 5 на русском языке. Им написано 8 поэм «Добро и зло», «Война и мир», «Любовь и предательство», «Скоротечность человеческой жизни», «Нравственные общечеловеческие проблемы» – вот темы его творчества. Его рабочий стол в редакции газеты «Ленин Чолы», где Моисей Романович служил переводчиком, всегда был пуст. Не пылились блокноты, не валялись рукописи, как это обычно бывает у творческих людей. Баинов не писал, а надиктовывал свои произведения машинистке. Он ходил по кабинету и как бы напевал тексты. В нем вот этого, ну скажем, идеологии, соответствующей своему времени, было практически 0,0. Ну, может быть, там какие-то сотые. Вот он как бы был выше этого. Вот. И поэтому поэзия-то она временем проверяется. Иногда вот читаешь, да, и тебя трогает за душу, а лет через 10 это уже устаревает. Вот. А Баинов, он не устарел с прошлого века и в нынешнем, и далее пойдет и пройдут десятки, сотни лет, да, Баинов он останется. Раньше писали как? Вот, значит, соцреализм. Методом соцреализма, значит, должен быть обязательно лирический герой коммунистом, рабочий класс нужно было освещать, показывать. А у Баинова этого нет. У него почему-то время и современность. Россия, кланяюсь тебе я, твоим полям и городам, цветы любви лицом светлее кладу к березовым корням. Трепещет новые мамаи пред силой грозную твоей, но ты душой, как солнце в мае. Нет русских песен веселей, и нет грустнее песен русских. Видать, тоска больших пространств души надолго не отпустит. В дороге песни льнут кострам, беду изведав в полной мере. Не очерствела ты душой и не кидалась хищным зверем в предел богатый, но чужой. В Баинове одновременно сочетались и реалист, и романтик. Многие отмечали, пишет непонятно, витиеватость образов, недосказанность мыслей. Да просто до поэта и еще надо дорасти. Он знал себе цену, он знал уровень своего таланта, вот, и я думаю, он все-таки знал, что от современников так какого-то почитания к человеку, да, ну, бесполезно, бессмысленно ждать. Вот. И, в принципе, находился в определенной такой гармонии, что ли, с социумом, с миром и с самим собой. Он был молчаливый, он много не говорил, поддакивал, поддерживал. Но вы знаете, свое личное мнение говорил, но очень скупо, точно и 2-3 предложениями. Не любил, когда много говорят. Но не молчат его стихи, они способны рассказать о том, о чем поэт предпочитал не говорить в суе. Никому и нисколько не нужен ни в родной, ни в чужой стороне. Я, как бубен шаманский простужен, заскулил при холодной луне. Этот гул, словно звон колокольный, опрокинулся купол небес, то березой ко мне белоствольной на качелях летит благовест. Алтын аяқты азыны
салғылдыр бейінда алғайзың. Азықтығы шерге түс барзың, шаяның ползы сыхайзың. О чем тахпах? Смысл следующий. Если ты берешь золотую чашу с наполненной, ну там вот то, что там есть, да, и если когда будешь пить из этой чаши, пусть то, что там внутри, оно не расплещется. Если тебе в жизни придется попасть в какую-то вот жизненную яму, вот, проблем, там, невзгод, да, пусть тебе поможет тот шаян, который есть. Обычный человек в листе бумаги видит просто бумагу. Поэт, художник видит в ней трепещущее дерево или чистое снежное поле, на котором его рука, ведомая вдохновением, из обычных букв может начертать жизненную дорогу. В нем мудрость была, вот не только на его собственного века, с высоты, не только своего возраста он видел намного больше своего возраста. Он был очень мудрый, умнейший человек был, вот только сожалеем, что вот эти слова не были сказаны при нем. Пусть он услышит их на небесах, и пусть его сердце порадуется и оттает, потому что он не был обласкан как надо. Глядя на пожелтевшие листки, исписанные торопливым почерком, понимаешь, насколько коротка человеческая жизнь. Поэта уже нет на свете, но его талант навсегда заключен в этих строчках, и он продолжает свой путь в книгах. Ведь стихи поэт создает из нежной ткани собственной души, а душа человека живет вечно. Свои лучшие стихи о любви Моисей Баинов написал вдали от дома, когда однажды, влекомый сильным чувством, уехал из Хакасии. То была попытка изменить судьбу, но он все-таки вернулся. Опередивший свое время поэт, Баинов до сих пор остается для многих непостижимым. Он не одобрял переводов собственных стихов, говорил, хорошо они звучат только на родном хакасском языке, и так и не удостоился при жизни должного своему таланту признания. Впрочем, с настоящими поэтами всегда так. На этом я, Галина Овчаренко, прощаюсь с вами, а через 2 недели вновь скажу из НР. Здравствуйте. Стиль ведущий, салон красоты «Эгоист», Черкагашева, 79.